Когда работаешь, не холодно, а когда стоишь, конечно, холодно. Зарета Цычоева живет под девизом «Труд согревает». Она часто участвует в субботниках, да и просто прогуливаясь убирает мусор, который видит на улице. Совмещает физическую активность с альтруизмом. Если часто выходить на субботники и убирать, конечно, будет чисто. Было бы, конечно, еще чисто, если бы все мы соблюдали бы чистоту. А то, как у нас принято, мы любим, чтобы во дворе чисто было, а остальное место мы не смотрим и не соблюдаем эту чистоту. На призыв участвовать в так называемой уборочной кампании откликнулись многие. Министерство природных ресурсов и экологии, волонтеры, местная администрация и ЖКХ. Никто не остался в стороне. Помимо уборки, у входа в зону отдыха решили посадить 50 саженцев. Выбрали можжевельник. Дерево неприхотливое, засухоустойчивое и не нуждается в обрезке. Только весной и осенью требует удаления засохших поломанных ветвей. Мы предварительно нанесли разметку 2,5 метра с расстоянием, сажаем зеленые насаждения. Я думаю, что в скором времени здесь появится хорошая, благоустроенная зеленая улица. В течение одного месяца, каждые выходные по субботам мы проводим подобные мероприятия. Конечно, бывают и незапланированные акции при необходимости, но сейчас у нас идет подряд. Каждую субботу в течение месяца мы определяем территории, которые наиболее нуждаются в благоустройстве, и проводим и высадку деревьев, очистку от мусора. Субботник проходит в рамках акции «Вода России». Шаг за шагом добровольцы прочесывают каждый метр территории. Ничего не упускают из вида. В мешок отправляют даже маленький осколок. Парк семейного отдыха – излюбленное место жителей Сунжи. Но далеко не каждый отдыхающий забирает свой мусор с собой. Мест загрязнения много, мы их уже знаем. Есть очаги, где постоянно собираются эти мусоры. Так что сбор актуален, по крайней мере, до тех пор, пока все 100% населения региона не образумятся нашего и не будут выкидывать. Но я не уверен, что это когда-то случится. Может быть, процент будет снижаться. Не знаю, по нашим наблюдениям, за многое количество субботников на одних и тех же местах, к примеру, мы наблюдаем небольшое, но изменение в положительную сторону. В городе не в первый раз проводят субботники, поэтому направлять каждого по заданиям не приходится. Все знают, что убирать и где убирать. Здесь командная работа. Сотрудники ЖКХ убирают внутреннюю часть парка, а работники Министерства природных ресурсов – прибрежную зону. Последнее место заслуживает больших усилий. От разлагающегося полиэтилена или пластика может пострадать экосистема пруда. По уборке береговых зон Ингушетия занимает лидирующие позиции в акции. Акция «Вода России» является одной из самых крупных акций, даже не одной из самых крупных, является самой крупной акцией в России, экологической именно. Она проводится в несколько месяцев, и самый активный субъект, он проходит определенный рейтинг. Республика Ингушетия за последние 5 лет занимает первые места. Ожидаем победу также в этом году, как и в прошлые годы. Сегодня мы проводим акции не только вот на этом участке, где мы собрались рядом с прудом, но и по реке Сунжи, и в Карабулаке проводится, и в Виандере проводится. Общими усилиями волонтеры и сотрудники организации за час собрали несколько десятков мусорных мешков. Экологи бьют тревогу. Отходов в мире с каждым годом все больше, но чистота окружающей среды зависит только от нас. Так что еще есть время исправить ситуацию. Хава Газикова, Умар Газдиев, Новости 24.